То есть здесь у нас кусочек ткани органа. Я сам увидел ткань. И надеемся, что это все дойдет до клинических испытаний. Интересуешься наукой и прогрессивными идеями? В проекте «Наука-наука» мы расскажем о молодых ученых Удмуртии, их исследованиях и достижениях. Мы познакомим вас с лучшими и перспективными, теми, кто знает, как устроен этот мир с научной точки зрения. Меня зовут Позиненко Ксения Андреевна, я ученый. Мой путь в науку начался в стенах Удмуртского государственного университета, так как я учусь на изначально биолого-химическом факультете, в дальнейшем институте естественных наук. И вот эту любовь к науке мне привили сотрудники, преподаватели Института естественных наук. Мы очень много времени на практических занятиях проводили в лаборатории, работали с животными. И вот эта любовь к науке после окончания бакалавриата и магистратуры меня привела в Ижевскую государственную медицинскую академию. Мы исследуем влияние повышенного уровня гомоцистеина на различные органы. Конкретно я занимаюсь изучением влияния гомоцистеина на печень. Мы не только смотрели, как влияет повышенный уровень гомоцистеина, но и хотели, скажем так, подобрать лечение при такой патологии. Использовали различные гепатопротекторные препараты и смотрели, как восстанавливается ли печень. Парафиновые блоки мы будем резать, то есть здесь у нас кусочек ткани органа. И теперь для того, чтобы нам эту ткань исследовать и смотреть под микроскопом, нам нужно приготовить тонкие срезы. Тонкие срезы готовятся с помощью прибора микротома. Мы это смотрели только, соответственно, на животных, да, так как мы пациентам не можем посмотреть, да, и в дальнейшем надеемся, что это все дойдет до клинических испытаний, чтобы это можно было посмотреть уже, соответственно, на пациентах. Я работаю со студентами первого курса на специальностях лечебное дело, педиатрия и стоматология. Также я веду занятия у иностранных обучающихся. К нам приезжают обучающиеся из Индии, из Пакистана, из Ганы и других стран. Работаю со школьниками по профориентационным программам. У нас есть такая программа, как «Человек и его здоровье». Это программа для детей 10 и 11 класса, так называемые медицинские классы. Они впервые работают с микроскопом, да, в школе нет таких возможностей. И вот этот блеск в глазах: «Ой, я сам увидел ткань». Планируем продолжать работу именно по модели гипергомоцистеинемии. Сейчас мы работаем с другими органами. Сейчас начинаем уже исследовать печень, смотрим другие показатели крови, которые еще не смотрели. И думаю, что все равно основное направление пока будет такое.